Также полпред дважды в день проводит заседание оперативного штаба. О промежуточных результатах работы в репортаже Константина Кравцова. Управленческий коллапс сегодня обернулся шоковой терапией для самих же чиновников. В данном случае речь идет о необходимости срочно закупить экспресс-тесты для определения коронавирусной инфекции. Диалог полпреда и главы Хакасского Минздрава. Значит, такая стояла. Что сделано? Сегодня мы эту работу завершим. Сегодня во сколько? Но в течение дня сейчас Москва проснется. Вчера вечером переговоры необходимо провели уже после совещания. Значит, направили бумаги. Сегодня Москва никогда не спит. В отличие от тех должностных лиц, которые ничего не делают. Поэтому давайте вы свои выражения тоже немножко. Во сколько сегодня? По времени? Но это мы к вечернему заседанию штаба будем готовы. К вечернему штабу уже не то, что должны быть готовы, а контакты должны быть подписаны. Сами созвонитесь, рядом с собой поставьте своего заместителя, который работает, и определите сроки. Вы нас задерживаете закупкой разовых тестов, не разовых тестов, а экспресс-тестов. Вы задерживаете всю систему. В свое время эти системы коммунарку вытащили. Что мы и хотим сделать сегодня? Не менее остро стоит проблема нехватки лекарств в аптеках. Из 20 миллионов, выделенных Москвой на покупку, местные власти освоили лишь 300 тысяч рублей. Где определены распределительные центры, с которых будут выдаваться бесплатно лекарства для амбулаторных больных? Где? Определено. Где? Ресфармация. А? Ресфармация. Ресфармация. Там медицинский склад или еще что-то? Да. Хорошо, слава Богу, хорошо. Хоть это сделать. Структура оказания медпомощи для больных коронавирусом в Хакасии фактически парализована. Лишь в последние сутки после приезда полпреда врачам и чиновникам удалось выстроить определенную маршрутизацию. Но это будет малоэффективно, если не отладить работу колл-центров. Люди часами ждут ответа оператора, чтобы вызвать врача или получить консультацию. 9 минут, 15 минут, 20 минут, но срабатывают. Как сократить время реакции? А там, где дозвониться невозможно, да, как сделать так, чтобы, значит, трубку снимали? Привлекать новых людей и новые каналы связи. Спасибо. Дополнительно я имею в виду людей. Это вы мне лекцию читаете? И вот здесь, оперативному штабу. Вам задача стояла реанимировать. Уважаемые коллеги, не хочу повышать голос, давайте исключим из лексикона слова паразит. Мы работаем, мы решим, значит, мы подали заявки и так далее. Это не работает, не конкретный результат. Знаете, есть люди, которые работают на результат, да? А есть люди, которые работают, знаете, на что? На движение. Это все. Сегодня нужен результат жителям Хакасии в первую голову. Сергей Миняйло заявил, что лично проинспектирует медучреждения Хакасии. То же самое он рекомендовал сделать главе Минздрава Виктору Шевченко. Четкое понимание проблем, очевидно, помогло бы ему эффективнее выстроить работу системы. Константин Кравцов, Вести, Хакасия.